Рынок нефтепродуктов опять лихорадит. Правительство Кыргызстана ввело запрет на ввоз в республику нефтепродуктов автомобильным транспортом. В кабинете министров пояснили, что такие меры направлены на борьбу с контрабандой. О последствиях этого шага мы поговорим сегодня в программе «Маселе» на канале Ошпирим. Здравствуйте. И у нас в гостях эксперт-политолог Марс Сариев. Я вас приветствую. Здравствуйте. И по традиции посмотрим небольшой вводный материал. С неожиданным и достаточно жестким заявлением выступил накануне министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев. Его пассаж прозвучал как упрек именно в адрес правительства Кыргызстана, которое не стремится ускорить заключение межправительственного соглашения о беспошлинных поставках бензина и дизельного топлива. Если отправляем нефть в Кыргызстан, а в ЕС это беспошлино, то наш бюджет может потерять в среднем $60 с тонны. Но тогда у них не должно быть и реэкспорта этих нефтепродуктов. Беспошлино получить нашу нефть, переработать, а потом продать бензин или дизельное топливо в Таджикистан или Афганистан не получится. Мы не будем чьими-то спонсорами. Мы говорим, реэкспорта не будет, на свои нужды берите небольшое количество, нет вопросов, но пока они не согласны. Почему правительство Кыргызстана не берет у соседей хотя бы столько, сколько дают, чтобы снизить цены на внутреннем рынке, непонятно. Разница в стоимости литра любого топлива у нас и в соседнем Казахстане уже достигает 10 сомов. Естественно, перекос в 25% по ту и эту сторону границы стимулирует только контрабанду и коррупцию. Так вот, чтобы это прекратить, наш кабинет министров и принял решение ввести запрет на ввоз в республику нефтепродуктов автотранспортом. А Финпол тем временем активно взялся выявлять и закрывать точки нелегальной продажи ГСМ. Сегодня это тема программы «Маселе». Запрет на ввоз нефтепродуктов в Кыргызстан автотранспортом нам преподнесли как борьбу с контрабандой. Получается, что правительство признает, что таким путем к нам поступало топливо нелегально, постоянно и долго, и что оно не контролирует границы? Фактически да, потому что наши союзники по Евразийскому экономическому союзу, в частности Россия, предупреждали, и Казахстан тоже требовали, чтобы мы получали нефтепродукты только железнодорожным транспортом. Потому что на самом деле идет очень большой поток контрабандного топлива в Таджикистан вот именно таким автотранспортом. Поэтому все логично. Но у нас с ценами не все в порядке, да? Согласитесь, когда перекос составляет 25% по ту и эту сторону границы, это само по себе провоцирует всевозможные контрабандные схемы. Да, вы правы, контрабандный бензин очень большой, объем идет в Кыргызстан, но все это перекрывает еще большие цены в Таджикистане, а из Таджикистана это уходит в Афганистан еще больше, понимаете, в 2 раза больше. Поэтому коммерческий интерес есть у групп, которые занимаются контрабандой бензина. Я думаю, что с этим все связано. Ну, смотрите, а какими могут быть последствия этого шага нашего правительства? Ведь сам премьер признает, что то топливо, которое завозилось, а получается, что по его логике оно завозилось полностью нелегально, конкурировало на рынке с легальным топливом, но его цена была на 20-15% ниже. Но кто виноват в этой ситуации? Вообще, в принципе. Знаете, я думаю, что здесь большую часть топлива, которое завозилось в Кыргызстан, она шла реэкспортом в Таджикистан и далее в Афганистан. Реэкспорт, понимаете? Поэтому нельзя сказать, что контрабанда как бы отдельно идет от поставок государственных. Я думаю, что часть топлива государственного, она уходила контрабандой в Таджикистан. Поэтому и требования наших союзников по Евразийскому союзу, Казахстана и России, чтобы по железным дорогам, тогда учет уже будет очень строгий. Но вы согласны с тем, что это решение, принятое очень быстро, может осложнить ситуацию на внутреннем рынке ГСМ и подстегнуть какой-то рост цен? У нас фактически остается сейчас один монополист. Я не согласен с этим. Я не согласен с этим, потому что, смотрите, очень интересная ситуация сейчас складывается. Казахстан готов поставить беспошлинную нефть в Кыргызстан только в тех объемах, которые не превышают, чтобы мы не могли заниматься контрабандой. Токаев едет с официальным визитом в Бишкек. На днях с официальным визитом Лукашенко едет в Астану по вопросу, опять же, поставки беспошлинной нефти в Белоруссию. Поэтому вот такие вещи не могут быть случайными. Вот как раз таки казахский министр и сказал, что они давно нам предлагают взять тот объем, который необходим для внутренних потребностей. Но наши этот объем не берут, он их не устраивает.
Почему не берут? И не провоцирует ли это ухудшение экономической ситуации у нас и рост цен на энергоносители? Я думаю, нет. Здесь было все связано с политическим контекстом. Это было связано с тем, что тогда был президентом Атамбаев. Понимаете? Поэтому монополия «Газпрома» здесь. И вот это все устраивало. Сейчас, понимаете, когда произошла серия конфликтов на юге, в Баткене, помните, депутат Перматов сказал, нам нужно остановить контрабанду в Таджикистан. На самом деле это очень сильное подспорье для Таджикистана. Контрабанда бензина, российского бензина в первую очередь, в Таджикистан через Кыргызстан. Россия на это глаза закрывала. Нынешнее правительство не хочет закрывать и хочет остановить этот конфликт. Понимаете, вроде бы бензин. На самом деле баткенский кризис очень сильно связан с этой контрабандой. Ну, мне кажется, у нас сейчас цены на внутреннем рынке на топливо сопоставимы с ценами в Таджикистане. По-моему, даже об этом где-то писали, что они выровнялись, и никакого, скажем так, смысла в контрабанде уже нет, именно через Баткен в Таджикистан. Есть, потому что она уходит сразу в Афганистан. Там, понимаете? Хорошо, допустим. Тогда объясните логику действий нашего правительства. Мы закрываем ввоз бензина, дизельного топлива автоцистернами. Да. Ввоз. Да. А вывоз не закрываем. Об этом речи в постановлении нет. То есть дорога для реэкспорта остается открытой. Где логика? Вы знаете, легко будет гораздо легче фиксировать объем, который вошел, тем более казахи будут поставлять только тот объем, который для внутреннего рынка, если она пройдет железнодорожным транспортом. А когда она идет автоцистернами, там абсолютно через границу Казахстана идет, и через границу Таджикистана не контролируем. А сейчас какой вошел объем, уже можно будет проконтролировать, останется в внутреннем рынке или уходит туда. Дальше. Ну как, если мы не закрыли свою границу на вывоз? Ну, у нас придет железнодорожный состав, его переработают, сделают бензин и отправят через Баткен в Таджикистан. А в любой момент этот вопрос можно закрыть. Тем более есть требования, как я сказал, России и Казахстана. И просто ужесточить контроль. Наша задача решить таким способом, политическим способом проблему с Таджикистаном. Но если такие сложные взаимоотношения и условия, почему этот вопрос не закрыть одним постановлением? Не ввести и запрет на ввоз, и тем же постановлением запрет на вывоз. Потому что, смотрите, Таджикистан тоже внимательно отслеживает эту ситуацию, и им оставляется шанс, понимаете? И все-таки есть группы, лоббирующие этот вопрос, поэтому они оставляют для себя тоже шанс. Это вопрос маневра. Таджикистан сразу поймет, если придет автоцистернами, в смысле имеется в виду железнодорожным транспортом, Кыргызстан уже может закрыть эту дыру, лазейку, да. А Кыргызстан пока не закрывает, потому что не хочет конфликта с Таджикистаном. Таджикистан это очень серьезно. Я хочу тогда послушать ваш позитивный прогноз по развитию ситуации на рынке нефтепродуктов у нас и в целом в ЕС. Ну, я буду говорить, что про Кыргызстан. Дело в том, что, смотрите, сейчас монополистом является «Газпром», Россия. И фактически мы в политическом плане полностью зависим от России. Если будет приходить сырая нефть, перерабатываться Джунда, у нас появляется альтернатива. Так же, как и у Белоруссии, которая тоже зависит от монополии России. Появляется альтернатива. Я здесь вспоминаю, когда Ильхам Алиев, Гейдар Алиев еще был жив, с Кыргызстаном заключили договор о строительстве нефтеперерабатывающего завода. Должна была азербайджанская нефть поступать в Кыргызстан беспошлино. Тоже очень... Такое, да. Но это было торпедировано «Газпромом», и «Газпром» стал монополистом. Понимаете, монополист на внутреннем рынке — это всегда плохо. И вот появляется альтернатива в лице казахов. Я думаю, может и Азербайджан опять реанимировать эти дела. И тогда уже цены, понимаете, это уже и политический инструмент. Тогда уже и цены, и политическое давление возможно. Лукашенко ведь тоже не зря едет. Ну, то есть вы не ощущаете приближение какого-то негативного развития событий на внутреннем рынке нефтепродуктов в связи с последними решениями? Я думаю, наоборот. Предусмотрели, потому что обычно очень сложная ситуация возникает во время посевной и во время уборки урожая. Казахстан закрывает полностью поставки бензина за рубеж и закрывает свои потребности. И вот это превентивное решение приведет к тому, что этого кризиса весной не будет.
Спасибо за участие в нашей программе и спасибо за прогноз. Спасибо. Пока ситуация на рынке нефтепродуктов Кыргызстана остается как минимум непонятной. Со стороны кажется, что правительство Кыргызстана предпринимает какие-то судорожные действия, но нам обещают, что события будут развиваться в положительном ключе. Это была программа «Маселе» на канале Ош Пирим. Всего доброго.